Лилия Борисовна, мы, наверное, вам слово передадим. Спасибо. Ну, я хотела предложить такой же фокус социологический и в динамике, да, потому что на самом деле, как мы видим, являясь сами современниками, многие из нас жили в советское время, вот, помнят то, какова была жизнь тогда. Сегодня мы услышали исторические факты. Это 19 век, 18 век, и, то есть вот до советской модернизации, какая была татарская семья. И сегодня мы живем уже в условиях глобализации. Очень сильно меняется мир, и поэтому очень важно посмотреть вообще на... Я хотела предложить такой вот социологический фокус, да, посмотреть с точки зрения института семьи, да, вот вообще что такое семья. Потому что если мы берем вот такой инструмент социологический и смотрим семью, ее функции в обществе и роли членов семьи, да, мы можем уже лучше понять вот эти изменения, что происходит с ними, потому что мы можем посмотреть непосредственно на каждый структурный элемент, да, семьи и увидеть, что это такое. Но и как пример, в качестве примера, мне хотелось привести свой исследовательский кейс. Это традиционная татарская семья и семейный традиционализм, я его называю, в селе Средний Рязань Пензенской области. Вот, это довольно такое уже известное село. И я проводила там исследования с 2006 года, ну, по 11 раз 5, наверное, я туда уезжала и там жила. Вот, жила в семье, потому что там гостиницы нет, поэтому изнутри я могла посмотреть на то, как вообще семья живет. И брала очень много интервью у молодых, среднего возраста, пожилых. Поэтому вот эту динамику тоже можно проследить. И мне хотелось показать сегодня, представить вам вот эту вот елюзанскую семью, среднюю такую, да, ситуацию в Елюзане, как некий пример сохранения традиционализма. Потому что это совершенно иная ситуация. Когда я вернулась в Казань, то я себе сказала и другим, кто меня расспрашивал, я сказала, я побывала на Марсе, потому что, вы знаете, совершенно другая ситуация. Это очень интересно. Ну, я предлагаю начать презентацию, чтобы вот так рамку очертить наших рассуждений, да? Собственно говоря, вот концепция семьи, да? Откуда человек получает представление о семье? Потому что семья воспроизводится от того, ее формата, от того, как человек воспитывался, в какой семье он рос. И он воспроизводит стереотип поведения дальше уже из поколения в поколение. Но, конечно, на это влияет окружение. И поэтому, конечно, есть вот такая вот матрица, мы ее называем, у каждого человека это пример своей семьи. Это ближайшее окружение, дальнее окружение, уже может быть дальние родственники, конечно, оказывает влияние государства. Так? Вот. И здесь пример советского прошлого. И, безусловно, сохраняется некая инерция или стереотип поведения, да, и представления, и ценности. То, что мы связываем с ролью отца, матери, дети, мальчики, девочки тоже по-разному в семье воспитываются, у бабушек, дедушек своя функция. То есть понятно, что семья наполняется функционально, каждый из членов семьи несет свою определенную функцию. И, безусловно, вот это функциональное наполнение, оно имеет свою динамику, меняется, да, в зависимости от времени. Следующий, пожалуйста. Вот происходит трансформация матрицы, да, то, что мы сказали, да, то, что человек получает какие-то представления, впитывает с молоком матери. И, собственно говоря, мы можем говорить о том, что институт семьи испытывает влияние самых разных факторов, среди них этнический, политический, экономический, религиозный и культурный. Дальше. Дальше. Вот. И здесь мне хотелось привести просто слова известного ученого Гофмана, который глубоко исследовал изменения вот, традиций и инноваций, и он говорит о том, что успех анализа социокультурных процессов во многом зависит от умения учитывать всю сложность и многозначность традиционных аспектов культуры и социального поведения. Важной стороной анализа становится исследование различных видов традиций и традиционности, их смыслов, значений и функций в определенных этнокультурных ситуациях, этнополитических ситуациях. Дальше, пожалуйста.
ой, дальше, это, извините, дублировалось тут, дальше. И вот я сейчас перейду к примеру Средней Люзани, а дальше мы потом порассуждаем о том, как вот все менялось, да, и, может быть, какая-то дискуссия возникнет. Ну, очень краткая такая презентация самого села. Средняя Люзань расположена в Пензенской области, основана в 1681 году. Значит, здесь вот вы прочитали, да, что татарским служилым музом была земля выделена. Дальше, пожалуйста. Это, наверное, самая большая татарская деревня. Это самое большое татарское село. Дальше его характеристики вы увидите, да? И вот смотрите, здесь даже мы можем увидеть динамику. Вот, потому что когда я в 2006 году приехала, я собирала статистические данные сельской администрации, было 8700 человек на тот период. Но в 2011 году 9372 человека, мы видим, что население растет. Вот, домохозяйств 2489. И, значит, какие характеристики села для нас важны? Ну, то, что касается семейного традиционализма, какой фактор, да, это то, что религия сохранялась. Вот в советское время там работало 4 мечети. Одна работала официально, она была зарегистрирована, 3 мечети были подпольные, вот, и у меня были собраны данные Пензенского государственного архива, и в числе документов письма партийных функционеров, которые следили религиозного отдела, да, по работе с религией, были отделы специально, они постоянно выезжали в село, беседовали с жителями и так далее, составляли такие отчеты. И вот эти отчеты воспроизводят вплоть до цитат, до высказываний, описания ситуации. Это очень хороший источник того, как в советское время, начиная с самых ранних лет, жили жители этого села, и что там происходило. Вот. И как раз-таки рассказывается о том, что была долгая борьба с этими подпольными мечетями, но мечети так и продолжали работать, их закрывали, но тайком, значит, жители снова выносили оттуда, ну, то, что туда загружали, пытались использовать как склады, вот, и снова возобновлялись там службы. Вот. То есть вот эта традиция религиозная, она постоянно там воспроизводилась. Это первая особенность. Вторая особенность – это то, что село экономически было очень успешным. В советское время это был совхоз-миллионер, который зарабатывал Советскому Союзу валюту. У них был полный цикл значит, обработки лука. То есть они его сажали, они его обрабатывали, сушили, упаковывали. И, то есть полный цикл, и этот лук продавали по Францию, в Голландию, даже там вот были данные, что в НАТО шел этот лук, в общем, так вот фантастически, но это было. Вот. При этом надо сказать, что вот эта валютная выручка, она никоим образом не отражалась на уровне жизни сельчан, жили очень бедно, то есть социальная инфраструктура была ужасной, и я была страшно удивлена тому, что практически только в 2000-е годы начали налаживать дороги, провели газ. То есть вот совершенно архаичная инфраструктура была села. То есть там колея была по полметра, и ездить было невозможно. То есть я хочу сказать, что вот этот тяжелый, очень сложный труд на советское государство, в колхозе, в совхозе, он никак не повышал какие-то вот такие, не улучшал социальные условия жизни сельчан. Это никак практически, мало отражалось на их заработке. Вот. И поэтому это третья составляющая, важная характеристика этого села, то, что люди, пытаясь выжить вот в этих условиях, они постоянно работали, были приработки, то есть отходничество. Да? Люди уезжали за пределы Елюзани, там работали как-то, они сажали, что-то еще сажали на приусадебных участках, они продавали это, выезжали в город. Естественно, мясо-молочная продукция, там были детективные истории, как жители села зимой возили, значит, в грузовиках в город это мясо, чтобы продать, их, значит, штрафовали, сажали в тюрьмы за спекуляцию. То есть была ситуация такой очень сложного выживания в этом селе.
Вот, то есть вот коротко такая характеристика. И если говорить о современном его состоянии, то есть вот постсоветский период, здесь важно отметить то, что, во-первых, очень быстро процесс реисламизации прошел. Практически моментально, с того, как легитимность религии была установлена в государстве, да, после разрушения Советского Союза, мечети стали буквально расти как грибы. И сейчас я скажу, когда я приехала в 2006 году, там было, значит, по-моему, 8 мечетей было, да. Вот, но уже к 2011 году практически я фотографировала основание 11-й мечети, и сейчас уже там больше, то есть там соборную мечеть построили. Вот. Да, извините, я вот упустила один момент, сказать, это такой вот чисто социально-экономический, то, что село очень быстро реанимировалось в экономическом плане. То есть вот практически уже к середине 90-х, начиная с середины 90-х, произошел перелом, и дальше пошло по возрастающей. У них очень сильно развито предпринимательство. Вот когда я приехала в 2006 году, у них было 500 КАМАЗов на селе, практически в каждой семье легковая машина, вот, и уже достаточно такой хороший жилой фонд, крепкие хорошие дома с гаражами для КАМАЗов, вот такие кирпичные громадные гаражи, в которых можно жить. Вот, и очень много объектов малого предпринимательства, то есть это маслобойки, крупорожки, колбасные цеха, ну вот и так далее, да, то есть вот это все, что связано с сельхозпроизводством, очень быстро восстановилось, и село предстало уже вот в 2006 году передо мной таким крепким организмом с очень такой вот, ну, как бы сложившейся солидарностью жителей, то есть это община такая неразрозненная, с хорошим достатком. То есть там не было ни пьяниц, ни наркоманов, ни брошенных бедных пожилых, которые бы там какое-то влачили жалкое существование. То есть вот социальная сторона, она была очень крепкой, и это все жители сделали сами за свой счет. То есть государство, ну, каким-то образом газ провело там, да, вот, какие-то вот такие объекты брало на себя, но в основном вот такую вот социальную обустроенность жители села, они организуют сами. Вот. И вот здесь как раз дальше можно. Вот мне хотелось как раз остановиться на факторах социально-экономического плана, потому что, собственно говоря, вот залог того, что произошло вот этой быстрой реанимации, когда в постсоветское время, когда практически везде села умирали, да, мы знаем, что в русской как бы глубинке, в российской, практически все, там умерло село уже, об этом сами ученые говорят, и кто только не говорит. Вот. Но здесь это феномен, это очень интересно, то есть не часто такое происходит, хотя среди татарских сел вот такая модель, она достаточно часто встречается. Вот. И мои исследования, как бы, они привели к такому заключению, что, собственно говоря, основание вот этого социально-экономического успеха вот в такой традиционной большой семье. И вот мои беседы с жителями села, я интервью брала, у старшего поколения, и я увидела, вот смогла реконструировать по этим высказываниям, по данным, по устным историям, скажем так, жителей села, реконструировать вот эту динамику и что происходило с семьей, потому что это самая настоящая татарская семья, но она традиционная. И вот сегодня как раз Альта Хадидовна очень, кстати, вот это вот этот аспект выделила, говоря о татарских женщинах, то, что вот эта вот оппозиция город и село, город – это модернизация, село – это сохранение традиций, да, это ценности. То есть вот эта оппозиция, она постоянно действует. И здесь для нас важно понять, что это две такие диалектические взаимосвязанные составляющие для татарской семьи. Вот то, что сейчас мы имеем, да? Потому что одно без другого, то есть развитие невозможно, одно без другого. Потому что это вот как колодец с такой ключевой водой, да, традиционное, да, оно сохраняет вот это основы, некую матрицу татарскую.
И модернизация – это то, что не зря же вот джадидизм, да, был в таком активе, потому что надо было соответствовать духу времени, но и не потерять вот свое, да, свое лицо. Поэтому вот эти очень важные вещи. И вот что происходит в Илюзане, да, вот эта вот концентрация традиции, почему она, как это все сохранилось? Мой вывод такой, что первый фактор – это, конечно, то, что ислам сохранился. Вы знаете, вот, и, кстати, вот эти письма партийных функционеров, они показали, что была очень сильная конкуренция между советской светскостью и религиозным началом. Потому что вот эта конкуренция, она проходила просто вот довольно такие жесткие формы имела, особенно, конечно, это было вот там 30-е, 40-е, 50-е годы, когда, значит, приезжали функционеры из Пензенской области, извините, и говорили: ну, вам надо клуб построить, потому что они же понимали, что клуб – это проводник советской идеологии, да, это идеологический инструмент. Вот. На что жители говорили: значит, наш имам, он, значит, ну, как бы плохо на это смотрит, он не велит вот строить, да. То есть авторитет имама, он был на высоком уровне, и он определял, собственно говоря, поведение сельчан. Вот. И то есть клуб был построен, ну, уже где-то там в 50-е, уже 60-е годы, довольно поздно, даже в 60-е. Вот. Были факты, когда светская школа, значит, везли прежде всего зимой дрова в мечеть, а школа оставалась без дров. И они говорили: нет, сначала нам надо в мечеть все, чтобы тепло было, чтобы люди молились. Но школа там, ладно. И, кстати, достаточно так смотрели на школу, ну, настороженно к школе относились. Вот. Но, тем не менее, советская модернизация, безусловно, она продвигалась, безусловно, менялась жизнь, возрастала роль образования, и при этом школы развивались, школы строились, и уже в 70-е годы, 80-е годы свидетельствует о том, что, тем не менее, несмотря на то, что светская сторона укрепилась, советская, и, конечно, оказывала влияние, да, на жизнь, вот, на модель татарской семьи, тем не менее, все держали уразу. Школьники держали уразу. И, значит, свидетельства есть такие, что это было расценивалось как героизм, потому что уже с первого класса дети хотели держать уразу. Это как некая такая инициация взрослости, это вот приобщение к взрослой такой значимой культуре. Но понятно, что родители были сигнали рано тебе, да? А вот начиная там с 5-6 класса уже начинают держать уразу. При этом, значит, моя одна информантка, которой было 28 лет в 2006 году, я брала у нее интервью, она говорила: значит, мы снимали галстуки красные, когда приходила ураза, значит, держали, не ели, не пили, то есть уже старшеклассники, многие не ходили в школу. Вот. И то есть там были, конечно, санкции, там были стенгазеты, но ситуация была сложной, потому что, с одной стороны, надо было соответствовать идеологии, но, тем не менее, свои учителя и так далее, они все равно покрывали, они же были свои. При этом надо сказать, что вообще кадровая система, врачи, учителя, то есть вот эта как бы советская администрация, она воспроизводила своих, никого там не было пришлых. Они получали образование, они ехали в Пензу, получали медицинское, педагогическое и так далее, агрономическое образование и возвращались снова в село. Поэтому все были свои. И это еще один аспект вот этой консервации, потому что там практически, во-первых, это было моноэтническое село. Вот когда я приехала, там была одна русская из учителей, которая осталась, вышла замуж за местного. Вот одна была женщина русская. Остальные все местные свои татары. Поэтому, конечно, татарский язык, понятно, что это ислам. И вот эта вот общинность, они очень сильно сохранялись. Вот таких вот факторов, которые бы вносили что-то, привносили что-то другое, практически у них не было. И вот эта вот такая монолитность, она, конечно, вот этот традиционализм консервировала. И это очень интересно. Значит, в советское время, кроме того элемента традиционализма, там крали невест. То есть вот
практически одна учительница, уже там ей где-то 40 с чем-то было, она говорит, да, вот меня украл мой муж. Вот, то есть, но договаривались и вот там крали, но были и никогда не договаривались. То есть разные формы такого традиционализма. Еще один аспект семейного традиционализма. Это я старалась посмотреть со своей социологической колокольни, и я задавала, соответственно, вопросы. Да? В социологии есть такой фактор, как значимые другие. Да? Потому что по значимым другим ориентируется и происходит социализация молодого поколения. Мы знаем, что в советское время значимый другой был Павка Корчагин, целое поколение там росло, да? Вот, ну и там много других разных было персонажей. И поэтому мне было интересно, а вот кто у них-то был значимый другой? И я спрашивала у жителей разного возраста. Я говорю, вот кто, вот, или киногерой какой-то там, или кто-то еще был вот для вас значим, вы бы хотели на него походить, и, как говорил Маяковский, делать жизнь с кого, да? Вот. Они, мальчики, значит, мужчины говорили, я хотела бы походить на отца. Девочки говорили, я хотела бы походить на маму. Все. Никакой конкуренции. Поэтому, понимаете, вот эти вот вещи, это некие кирпичики, которые вот этот традиционализм консервировали. Вот. И здесь, знаете, ну, сложно говорить, вот, понимаете, с одной стороны, как сказать, мы видим, что вот он традиционализм, но ведь вот и инновация социально-экономическая, я говорю о предпринимательстве, да, в постсоветский период, и реисламизация, они произошли очень быстро. Вот. Вот это законсервированный традиционализм, он тем не менее не закрыл дорогу для инноваций. Но инновации были совершенно такие, как сказать, определенные. Это не Голливуд, это не такая глобализация, да, американизированная и так далее, как очень много приходят другие там села и сельскую местность. Нет. То есть здесь очень канализированно все шло. То есть предпринимательство очень быстро встроилось в новый режим, потому что навыки уже были еще в советское время. Вот. Все занимались там чем-то, таким еще побочным, чтобы как-то выживать уже нельзя. Да, надеялись только на себя. Вот. Но и в то же время исламская составляющая, реисламизация, она тоже у них очень быстро произошла. Вот. И здесь как раз вот эти два фактора, они очень повлияли на облик татарской семьи. Потому что была, ну, такая вот законсервировавшаяся в советское время традиционная семья. Девочки, кстати, старались из дома не ходить, кстати, в старших классах уже даже не отпускали их в школу. Потому что уже такой половой возраст половой зрелости, и как бы чего не вышло. Украсть могут. Да, и украсть могут. 9-10 год уже они ограниченно сидели дома. Вот. И, значит, вот происходит такая трансформация, да. Что касается процесса реисламизации, понятно, что было два эшелона учителей. Первый эшелон – это те муллы старые, которые с советского времени еще работали. И в первую очередь они, конечно, начали давать уроки. Вот моя информатка, школьница, в 6-м или в 7 классе, она вставала в 6 утра, чтобы идти в мечеть и учиться арабскому до 8 часов, пока начнутся в школе занятия. Это 2006 год, да? Да, я в 6 году брала интервью. Да. Вот 28 лет это вот информатка, которая мне рассказывала. Вот. И, ну и были у нее много там других, то есть целая группа детей была, которые учились. Понятно, что вот эти старые имамы или муллы, они обучали детей, и очень быстро выросло поколение, которое встроилось в вот этот вот мейнстрим религиозный, который в то время активно пошел. Мы знаем, что стали стипендии давать, да, приглашать в университеты зарубежные, исламские. И очень много молодых людей поехали получать исламское образование. И потом уже возвращались и становились молодыми мамами. И когда они возвращались, то возник конфликт. Там был конфликт. Ну, понятно, и возникла ситуация конкуренции, и это были разные два, разные представления, что такое настоящий ислам. Вот.
Но к чести сказать, вот как раз в 2006 году, когда я первый раз приехала, собственно говоря, вот этот конфликт, он вышел в публичное пространство, и, собственно, в газете «Известия», «Известия», федеральная газета, может быть, многие читали, знают, вышла статья, значит, о Средней Люзане, о том, что это очаг ваххабизма. Собственно говоря, как бы вот эта статья, она и стала для меня толчком. Когда я прочитала, то я себе просто поставила в план и поехала изучать. Вот, потому что я не поверила всему тому, что там было написано, мне надо было посмотреть своими глазами. Вот. И на самом деле, да, вот это вот молодое поколение, которое, ну, не пожив здесь, в нашей среде, поехало туда и жило от года там, и до 3, и до 4 лет в другой совершенно среде, возвращаясь сюда, они испытывали уже шок. И они, значит, идеология была такой, что мы неправильно живем, ислам не тот, и то, что называют, ну, как бы ваххабизмом у нас, да, это на самом деле имело место быть, но это не в такой, как бы, не в террористической направленности, да, а вот это некое осмысление действительности, вот оно было таким. Но я могу сказать, что мои дальнейшие поездки, как бы следующие, я увидела, что вот эта молодежь, она постепенно разворачивается. Вот. Во-первых, роль сыграла администрация, которая собрала их, старых и молодых, и они в публичном пространстве, там, в местной администрации, они обсудили все свои несовпадения, и как бы они мирно вот так все-таки разошлись. Да? Но постепенно появился с годами разворот молодых вот в сторону уже татарской традиции, потому что стали уже Каюм Насыри изучать, Марджани и так далее, наших татарских богословов. Они поняли, что нельзя в российских условиях жить вот с тем материалом, который из Египта привезен, из Ливии и так далее, потому что у нас своя татарская почва, и нужно искать своих богословов. И стали даже защищать там диссертации, писать. Вот. То есть вот такой возврат к нашей традиции, он появился. Что касается семьи, конечно же, вот этот традиционализм, который сохранялся в советское время, тем не менее, некоторое влияние советской эпохи, оно проявилось в том, что меньше стали ходить в мечеть, это уже в 70-е, 80-е годы. Мужская половина, значит, села прикладывалась уже к спиртному и пили, но во время уразу они не пили. И это было очень ценно, вот, ну, в местном понимании. Вот. Поэтому, да, и были представления такие, вот как раз я где-то поколение 40-летних опрашивала, они говорят, да, мы, ну, и в советскую армию ходили, и мы, говорит, пили, мы и гуляли. Ну, то есть вот такая была обычная жизнь советских людей, и мы, говорит, ну, понимали, что вот мне, говорит, 60 лет исполнится где-то, я тогда пойду в мечеть. То есть вот пожилой возраст – это когда возврат в религию, да, вот тогда, а сейчас пока я молодой, ну, танцую пока молодой. Вот, значит, и вот произошел, кстати, под влиянием вот этих молодых очень крутой поворот от того, ну, хабитуса, от тех привычек, сложившихся в советское время, как бы совершенно, ну, в другом направлении. Потому что вот этот вот как раз мой информат, он говорил, успешный, кстати, предприниматель, он говорил о том, что, да, а я, говорит, вот молодые мне, говорит, они мне много дали, я, говорит, понял, что я живу неправильно. А я, говорит, вот на самом деле, ведь я вот живу, гуляю, говорит, пью, курю, а, говорит, я вот завтра умру, и как бы, ну, добра-то я не нажил, да, ничего хорошего не сделал. Поэтому, говорит, на хазар керек өзінің карарга. Надо сейчас вот следить и за семьей, и, значит, вообще духовной жизнью жить надо с малолетства, да, и, ну, это не надо ждать 60 лет. Вот. И вот, и на самом деле, вот разворот в семье, он произошел уже вот в сторону, ну, такой нового понимания семьи уже, да, не простая такая вот советская консервация, а уже ответственная семья, да, то есть я ответственна за детей,
за их воспитание, за всех родственников. Вот. И, собственно говоря, за свой духовный багаж, с которым я буду отвечать вот перед Всевышним. То есть вот такая концепция произошла. Вот. Но надо сказать, что вновь тоже наблюдается какая тенденция. То есть остались, ну, более такие светской направленности семьи. И есть вот то, о чем я сейчас говорила, да, более такие мусульманские, которые в хиджабах они ходят. Вот. И, конечно, вот, то есть такая плюрализация вот в этом смысле, она сохраняется. Потому что есть, конечно, те, кто получил социализацию в советское время, особенно старшее поколение, вот, они говорят, ну, мы не приемлем всех этих вот молодых имамов, вот, мы как бы вот по старинке, мы живем так, как есть. Вот. Поэтому вот эта модель, она очень интересная, да, то есть она показала успешность и в плане семьи, в плане вот такой общины, показала успешность в том, как вот эта модель, вернее, ну, вот этот организм и ячейки этого организма могут очень быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Это очень важный фактор, потому что вот травма постсоветской эпохи, она была в том, что ведь не смогли люди перестроиться, они не смогли адаптироваться. Вот эти вот умершие русские деревни, это вот эта травма. Все, уехали люди. Громадное количество мужского населения, которое погибло просто, да, спилось, наркотики, поубивали друг друга в группировке. Это травма, это вот это все. Но здесь этого не произошло. Вот, понимаете, то есть вот ценность каких-то вещей, вот их надо понимать. И когда вот говорят ваххабизм, да, понятно, что да, какие-то опасные моменты, да, по краю лезвия ножа, что называется, на острие ножа, это было. Но, тем не менее, опять же, вот эта вот татарская традиция, это, конечно, и влияние Татарстана тоже, потому что коммуникация очень сильная. Вот. И понятно, что это в окружении как бы русских все-таки, да, Пензенская область. Все это тоже влияет на то, чтобы более трезво смотреть, в каком контексте они живут. Да, что это полиэтническое, поликонфессиональное сообщество, в котором надо свои модели искать жизни. Вот. Поэтому здесь вот мы видим, что традиционализм такой продолжается, но в некоторых новых таких плюралистичных формах. Вот, татарскость сохраняется, и очень важно, это как бы это существенно, и это большой ценностью является. Причем юлюзанцы, они говорят, значит, даже когда в советское время учились в Пензе, там, в учебных заведениях, они говорят, без аразеннер. И для них вот это был как некое знамя. Они говорят, мы не должны опозорить родителей, село свое. И вот эта вот конкуренция с другими, что мы не хуже, что мы вообще даже лучше. Вот это вот она была. Да? И понятно, что это, кстати, вот надо сказать, я бы сказала тоже, это здоровая конкурентность, которая в комплексе психологических черт татар, вот, она все-таки существует, да? Потому что в отличие от того, что вот сосед хороший дом построил, и я загнулся от того, что от зависти, да, или я сжег и порадовался, как хорошо. Татары все-таки, когда видят, что рядом сосед построил дом, говорят, да, и вот эта соревновательность. Причем вот эта черта, мы же ее чувствуем, на самом деле она есть в Шаймире, который говорит без Булдарабас, да, она продолжается в Миниханове. Мы видим просто то, что лидеры, они вот этот посыл дают. Но это ведь татарский посыл, это вот он, да? Вот. Поэтому... Не хотелось бы вас прерывать. Да. Спасибо, я завершила. Можно вопрос? Совсем короткий вопрос. Можно, да? Спасибо большое, все очень интересно. По поводу вот пензенских татар, я вот хочу сказать смело, да, что они в какой-то степени даже больше татар, чем мы здесь живущие, я с ними общался. Вот, ну даже на свадьбах, я сейчас задам вопрос, да, вот это не никак, вот свадьба. Во-первых, алкоголя нет, вот сидят взрослые, муж с женой, мальчики 17, 18, 20 лет отдельно, девушки сидят отдельно, вот во время танца они вместе вот даже не танцуют. То есть, когда уже взрослые идут, начнут танцевать, и то парни между собой танцуют кругом, девушки между собой танцуют. И у них такой действительно традиционализм, они весь держат московский рынок мясной, мясо халяль, вся поставляется с Пензенской области.
Но у меня в связи с этим к вам вопрос. Вот вы жили там, очень хорошо, что вы про своего информатора так и говорите, мой информатор. Вот, вам не кажется, что в татарских семьях, и до сих пор есть такая экономная черта, я бы сказал, даже до скупости и даже доходящей до жадности? Вот с Олегом Федоровичем разговариваешь, говоришь там, 5000, хорошо. Например, разговариваешь там с Юсуфом, там, из Пензенской области, там, или Митхатом. Баян сколько стоит? Бишмем. Ой, кайбат, это эшминга, селяш, эшминга, 3000, больше нет. Я говорю, все, селяш, эшминга, баянши была. Давай, бельсаратка, берменга, шаплы, вот, за 1000, вот, прям вот, я говорю, все, селяш, была, баянши, берменга. Ну, а что мы с вами берем, в конкретно, конечно, ребята. Вот прям вот на 200 человек я свадьбу провожу свадьбу, да, вот он до последнего, он деньги, он будет ходить, вертеть, двигать там, провожать мулу, ну вот он 1000 рублей за воинство вот отдаст. Дорогой, просто родственников много, всех надо пригласить. Проводить, да. Денег много уходит. Вот это, мы про традиционную семью говорим, поэтому нет, вам вопрос, не кажется ли вам, что есть вот у татар вот это вот есть прижимистая жилка, это раз. Во-вторых, все-таки отношение у татар до сих пор, я считаю, оно такое, ну, уважительное, но в то же время не любит. Я как-то стал татарином, говорить про его жену. У меня Фатмазгар Ахмед, ол бізге булыша, туйны әзерләргә, юбилейсны әзерләргә. А я хотомны бик мақтап тормай, что загордиться, дейді. Вот, то есть вот такой момент. Есть еще у меня такой вопрос уже. Альта ханымдан сұрасыйдым, что означает имя Альта, потому что вот индус это честь индустриализации надо, да, индус Изакович Тагиров. А АВС Энгельс Изакович Тагиров. У них старший брат был Дамир, это означает «Да здравствует мир». После революции стали такие имена появляться. Но сейчас мне понятно, что у Эльмиры Салаховой, нашей уважаемой, фамилия Эльмира означает Энгельс, Ленин, Маркс и революция. Я рад, вот такой у меня вопрос. По поводу такой черты, как прижимистость, ну, знаете как, это, наверное, надо исследовать отдельно. Я ничего не могу. То, что она есть, это я совершенно, да, конечно, это есть. Вот. Я думаю, что, знаете, это передается, это как стереотип поведения же. Это вот от поколения к поколению, они даже не рефлексируют. Вот, да, у меня там много денег, а, собственно, надо ли вот так сжаться вот ради какой-то там... То есть это отсутствие рефлексии. Это вот есть такой, ну, как бы все сложилось, стереотип. Вот. Я такой же, вот у нас в Праге торговаться, вот как ты с ним торговался, ну, кровишка. Да, это нет, обязательно, ну, это как бы, да, обязательно восточное, и найти выгоду какую-то. Мишари, это, кстати, мишари. Да. Вот. Это сильнее выражено, да. А по отношению к женщинам сейчас, извините, вот есть такой ну, знаете, то, что народ жесткий, это есть. Они достаточно жесткие, да. Вот даже я брала у учительницы интервью, и она рассказывала о том, что когда они приехали, ну их распределили, кстати, казанская, она была из Казани, татарка, вот, и после университета ее распределили в среднюю Рязань, она там должна была работать. Она говорит, в нас даже камни бросали, вот, учителей, потому что их детей в школу не пускали. То есть вот такой традиционализм был, что уже, и вот эта жесткость, да, чужих там они не принимают, но и сами они между собой там, то есть как бы это не братство такое, да, то есть и конкурентность какая-то, и вот, ну, такая сдержанность и жесткость, то есть там такой емшаклык юхиндеу. Жесткость дегеннен biraz istemek desim ki o немше normal konuş çünkü alanın yaşam tiralegen isep kalsa ve yumuşak olsa bik tiz basalar. Şular bir. Ama biz o kalan vakitte Rusya'nın tebetleklerinden gelgen Tatarlar var idi 90'lı yıllarda Handa'da bir kuruldu. Onlar ikinci türlüyken biz kuraydı. Birinciden onlar Tatar canlılar idi. İkinciden onlar damla şuşundu. Özünü tiralap koyu var idi. Ama bizge bir nerse gerek Tatarstan'da. Şöyle bizge bu ederek. Ne şunun arkasında oğullar şundu kalgan. Tatar, Manda Tatarstan'da oğullarının situasiyası ikinci. Нет, потом я хочу добавить, что вот эта вот некоторая такая жесткость, закрытость, она ведь связана еще с влиянием извне, потому что вот мне даже рассказывали, что их воспринимают в Пензенской области, вот именно, что они, ну, такие немножко закрытые, да, как бы угрюмые, вот, и богатые они все. Тут вот сказывается как бы вот такая завистливость, потому что даже мне молодые ребята рассказывают, я ездил в стоматологический кабинет, меня кубракалдалар, говорит, чем берут вот с этих, да, то есть уже за ними закреплено, что все они, ну, куркули, условно говоря, да, вот это в понимании пензенцев.
Вот. И что, ну да, можно по полной взять, и так что деньги. Ну, зато на понтах все, вот прям свадьба дорогая, артисты, вот супер, Да, вот все понты дорого, есть, машины, понты есть. иномарки, чтобы прям вот. Да, да. Давайте последний вот Да. Вопрос. Очень много слышал о деревне. Все-таки почему до сих пор у них нет статуса города? Больше 8 тысяч. Это первый вопрос. Второй вопрос. Хотел бы вас узнать, чтобы вы прокомментировали, вот там закрылась местная школа, воскресные, где преподавали татарский язык. Я, насколько понимаю, сейчас осталось 2 государственные школы. Вот, что там происходит, кто виноват, что делать? Вы знаете, я по поводу татарской школы отдельно, как бы воскресной, я не знаю, может быть, она позже организовалась. Ну, я в 2011 году, как последний раз была. Вот, там, я знаю, что там было медресе. Вот, и там обучали молодых людей, которые приезжали даже вот, из близлежащих районов, вот, и жили там при этом медресе. Но вот когда была кампания против ваххабизма, то вот это медресе прикрыли. Вот, как бы вот об этом я знаю, то, что такая была, ну, как бы исламская школа, да, своя. Второе, то, что не дают статуса города, это я ничего не могу сказать, потому что надо у чиновника спрашивать, у них свои параметры, требования, да, критерии какие-то. А вот вообще местное население как относится к местной администрации? Доверчиво, как-то свои, наши? Или... Вы знаете, там, как сказать, конечно, она своя администрация, но тем не менее, это все равно, ведь администрация, она выполняет свою функцию, и не всегда какие-то ее действия, ну, хорошо принимаются местным населением, да? Вот. И есть какие-то, может быть, злоупотребления какие-то есть, ну, как всегда. Поэтому отношения, конечно, ну да, не такое святочное, там, что вот это наше и все. Вот. Разные, да, и критическое есть, и по-разному. А вы местными чиновниками общались? Обязательно. Они как-то, ну, говорили, вот там нам из Пензы сказали так, мы здесь решили немножко по-другому сделать. Так-то. Вы знаете, вот в тот период, когда я была, конечно, они, ну, никакой чиновник не признается никогда, да? конструируешь ответ. Вообще, да. Да. Господин Акрамов, наводящие вопросы. Так, предлагаю. Абсолютно покрывали. Еще 2 вопроса, я думаю, вы не справитесь. Ну, 3 давайте. 3 вопроса. По теме, пожалуйста. Можно, да, я скажу? По поводу идентичности, что для них первично? То, что они юлизанцы или, не знаю, там, мешали, там... Мусульмане. Мусульмане, В да. первую очередь без мусульман, да, конечно. И у них есть какая-то, ну, то, что мы мусульмане, мы как будто другие, допустим, отличаемся. Нет, они в принципе как бы такое, нет, они российские мусульмане, татарские мусульмане, нет, у них как бы отдельно нет. Но вот такая как бы местечковость, что без аля-занар, понимание своей специфики, да, что они немножко там вот такие. Это у них есть. Да, да, да. Кстати, знаете, очень интересный просто один факт расскажу. Рауфа Каримовна Уразманова есть наша, да, моя коллега, очень этнограф, да. Ей, когда она ездила туда вот, тоже со своими исследованиями, местный житель прислал письмо, и там он написал местную байку. И как раз про Среднюю Рязань. И, значит, суть вот этой байки в том, что, значит, когда просыпается на Итянтра, да, житель Нижней Елюзани, он ищет, где бы выпить. Значит, как в Верхней Елюзани, я могу лишь перепутать нижнюю и верхнюю, просыпается и думает, где бы мне украсть. А, значит, житель Средней Елюзани просыпается и думает, где бы мне найти любовь. Вот. Ну вот это такая народная мудрость какая-то, ну вот это надо Прямо Марфаян. Илья ханым біріншіден шығыз үшін рахмет, үлкен қызық болды. Екіншіден менің бір сұрауым да бар, фикірім да бар. Сұрауым, мына сіз бетінде Елюзан турында айтып кеттіңіз. То есть Елюзан это самое успешное, самое большое татарское село в России. То есть это, условно говоря, не среднестатистическое татарское село. То есть по Средней Елюзани мы не можем судить по тому, что происходит вообще у татар в сельской местности, в татарском мире. И таких сел несколько штук. То есть это в Чувашии, там Шагардан, Алькино, Самарской области, потом еще можно Сафакулево в каком-то моменте назвать. Но если мы посмотрим, все эти села находятся не в местах компактного проживания татар. То есть таких успешных сел нет в Татарстане абсолютно, нет в Башкирии. То есть там, где татары живут компактно, там целыми районами, целыми огромными территориями. С чем это, по вашему мнению, связано? Ну, попутно поделюсь своим мнением.
По моему мнению, это именно связано, может быть, согласитесь, не знаю, с тем, что вот эти татары, которые были вынуждены жить в таком иноязычном, инонациональном территориях, они были вынуждены держаться сильнее друг за дружку, потому что если бы они отделились, допустим, от своих сельчан, начали с ними, там, условно говоря, ссориться, там, конкурировать, делиться, то их могли выгнать, и они бы потерялись там в другой территории. А учитывая то, что те татары, которые живут в Татарстане, в Башкирии, то есть у них таких проблем не было, потому что везде было татарское окружение. Они могли спокойно выйти из одного села, переселиться в другое, в третье, четвертое, пятое, десятое, и таких проблем не было. Я согласна с тем, что инокультурное окружение, безусловно, оказывает давление. Безусловно. Вот. Потому что, во-первых, если в советское время, то это фактор языка играл роль. Да? То есть все там шло на татарском. Если он выезжает в Пензу, то там все на русском. В советское время мы же знаем, что вообще практически вот все русскоязычное было. Вот. Это, безусловно, большой барьер был, и психологический дискомфорт был. Вот. То есть их опыт, в принципе, теоретически нельзя было бы распространить на места компактного проживания. То есть их рецепт, я бы так сказал. Рецепт, знаете, никогда не воспроизводится. Да. Нигде и никогда. И вот у нас хотели Америку сделать, там Европу хотели в России сделать. То есть там есть объективные условия, а в других местах нет. И объективные, и субъективные. Вы знаете, никогда нельзя модель чужую перенести. Никогда. Это полная утопия. Все? Да. Мектепте күчәлекле караш булган консервацияләнгән авылда галимнәр чыга аламы һәм альтернативада эшкә бирә милләт аралары чыга аламы мондай авылдан? Ну, насколько я поняла, все-таки Милләт аналар, это же уже публично чего-то признанные, да. Из села обычно, ну, вот так в общетатарском мире все-таки таких женщин нет. Таких нет. Она больше хранительница очага, она вот все-таки именно в семье. А это, ведь понимаете, вот то, что Аль-Хазиева говорила, это модернизация. Это вот женщины, которые... Ну, как правило, очень, если только какие-то вот... А это уже спекуляции, ребята. Нет. Ученые выходят и все. Да. Нет, Шагала, но просто шансов меньше. Шансов меньше, как бы условия меньше. Рекорд это легче сделать. Avuldan çıkalım edip eyde olmaz, eğitmesi yok. Консервация. Yok, Şagala. Mesela Muhlis Yakubu'yu o şeksin inanın ismini atamasam da